Существуют всевозможные взгляды и точки зрения на то, что значит счастье и каким образом оно реализовывается. Человек бедный, не имеющий достаточных доходов, испытывающий нужду, считает, что материальный достаток – это и есть счастье. Тот, у кого нет детей, думает, что если бы он имел ребенка, то это и было бы венцом счастья. Кто не имеет авторитета и влияния в обществе, думает, что счастье – это власть над людьми, авторитет, влияние среди них, знатность, высокая должность, подчинение окружающих их слову. Как бы то ни было, что есть счастье и как его обрести – вопрос, на который люди не дают единодушного ответа. Вопрос, по поводу которого среди них с давних времен существуют всевозможные взгляды и мысли. Некоторые утверждают, что счастье состоит в собирании капитала и богатстве. Другие полагают, что самым главным счастьем является физическое здоровье. Третьи – стабильность и безопасность в обществе. Четвертые же говорят о том, что да, безусловно, упомянутые вещи важны, но сутью, сердцевиной счастья является вера. Вера – подчинение повелениям Создателя, исследование по его прямому пути. Так кто же знает, что есть истинное счастье? Что способно привести человека и общество к успеху? Вы ждете ответ на этот мой вопрос. Но прежде, чем вы услышите его, я попрошу вас, дорогие наши гости, дать ответ на мой вопрос. О человек, кто создал тебя из капли жидкости? Закрепил эту каплю в чреве твоей матери, затем придал ей вид пиявки, после этого превратил пиявку в эмбрион, похожий на кусочек жеваного мяса. После этого создал твои кости, мышцы, органы, превратил тебя в человека, привел тебя в этот мир и позволил дышать, даровал тебе глаза, чтобы ты мог видеть, уши, чтобы ты мог слышать, язык, чтобы ты мог изъясняться, сердце, чтобы ты мог верить. Ты явился в этот мир, не зная ничего, а Он научил тебя всему и даровал тебе способность понимать и мыслить. Кто создал вас, ваших отцов и дедов, всех ваших предков? Кто сотворил для вас все, что есть на небесах и на земле? Кто распростер для вас землю и сделал ее пригодной для жизни на ней? Кто возвел над вами небесные своды и не низвел на землю воду и взрастил из одной почвы и одной воды всевозможные плоды и злаки? Если бы Он пожелал, то превратил бы все, что мы сеем и выращиваем, в сухую солому, и мы бы умерли от голода. Посмотрите на воду, которую вы пьете. Кто не низвел ее из облака и сделал пригодной для питья, пресной и приятной? Посмотрите на огонь, при помощи которого вы готовите пищу и обогреваетесь зимой. Кто сотворил его и то топливо, из которого мы его извлекаем? А теперь посмотрите на самих себя, как совершенно устроен ваш организм. Каждый орган, каждая ткань выполняет свои функции. Миллионы клеток заняты осуществлением возложенных на них задач. Сердце непрестанно бьет, отсчитывая 60 ударов в минуту. Легкие каждую минуту 18 раз вдыхают из окружающего воздуха кислород и другие необходимые нам газы и выделяют во внешнюю среду газы, вредные для нашего организма. Кто создатель этой совершенной, гармоничной, удивительной системы? Взгляните на небеса, земли, высокие горы, бескрайние моря, полноводные реки, деревья и травы, на бесчисленных животных, насекомых, птиц, свободно парящих в воздухе. На дующие ветры, ночь и день, беспрестанно сменяющие друг друга. Посмотрите на солнце, сияющее над вашими головами. На лучезарный месяц, бесчисленные удивительные звезды, на порядок и целесообразность, царящие в этом мироздании. Посмотрите на то, что каждое живое существо наделяется пропитанием и всем необходимым для своей жизнедеятельности. Кто? Кто тот, кто сотворил из небытия эти миры, эту грандиозную вселенную? Кто одарил нас бесконечными милостями? Я ничуть не сомневаюсь, что все вы дадите один и тот же ответ. Все вы скажете «Аллах». Аллах единый, великий, могущественный, сильный, всемогущий, оживляющий и умерщвляющий,
наделяющий пропитанием, всезнающий, всеведущий, всеслышащий и всевидящий, единственный истинный Бог, заслуживающий поклонения. Именно таким будет ваш ответ. Я не слышу его ушами, но уверен, что вы, как и все разумные люди, ответили именно таким образом. Вот этот ваш ответ на заданные мною вопросы на самом деле является обещанным мною ответом на вопрос, что есть истинное счастье, где и у кого искать путь к нему. Ответ на этот вопрос – Аллах. Кто знает, что есть истинное счастье? Аллах. У кого искать путь к нему? У Аллаха. Кто укажет нам способ достичь его? Аллах. Аллах. Коран, являющийся его словом, и посланник, которого он направил к нам. И даже не помышляйте о том, чтобы искать счастье где-то еще. Вы понапрасну потеряете время. Я уверяю вас. Я клянусь тем, в чьей длани моя душа, нет дороги, ведущей к успеху и вечному блаженству, кроме той, которую указал нам Всевышний. Почему? Почему? Потому что тот, который создал нас и дал нам бытие, он лучше, чем кто бы то ни было, знает, что есть для нас благо, а что есть зло. Что несет для нас пользу, а что вред. «Аля я'ляму ман халяка ва хуа ал-латифуль хабир». Разве не знает свои творения тот, кто их создал? Ведь он проницательный, всеведущий. Почему еще? Потому что нет никого более милостивого и доброго к нам, более сочувствующего нам, чем Аллах. Все мы знаем, что такое материнская любовь и доброта. Знаем, сколь велико сочувствие и милосердие матери к ее ребенку. Так вот, Аллах проявляет к своим рабам большее милосердие и сочувствие, чем мать к своему ребенку. Задумайся о словах пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Он сказал: воистину Аллах более милостив к своим рабам, чем мать к своему ребенку. Что такое милосердие матери по сравнению с милосердием Аллаха, который объемлет все сущее? Разве Он оставит нас скитаться? Разве Он не укажет нам дорогу к спасению и счастью? Нужно бежать к Аллаху.